Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с воскресным днем. Сегодня мы слышали евангельское повествование о Закхее. Наверное, каждый из вас приглашал в свой дом священнослужителя для освящения своего жилища. И этот евангельский отрывок, который мы сегодня за литургией слышали, читался в доме каждого из вас. И вот там есть такие слова среди прочих. И Иисус сказал ему, то есть Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». И так выходит, что преступник закона и предатель собственного народа, мытарь Закхей, взыскан от Бога не по своим заслугам, не по своему жизненному подвигу какому-либо, не по праведности своей, естественно, а потому лишь только, что родился потомком Авраама. И всего лишь за то, что ему повезло родиться в этом народе. Ныне пришло спасение и не только ему, но и всему дому его. Потомками Авраама, по премудрому усмотрению Божию, был целый народ, в соборном теле которого должна была соткаться пречистая плоть Бога-человека, тот самый народ Божий, про который Господь говорит: «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Еще в книге «Исход» такие слова мы встречаем. И народ этот, являющийся отраслью святого и праведного Авраама, был предназначен Богом нести спасение всем людям. Ибо если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. И вот в этом святом народе Божием, рядом с праведниками и подвижниками благочестия, рядом с праотцами, пророками, рядом с мужьями и женами находились также те, кто по грехам своим, по своему произволению отпали от этого благодатного сообщества, от святого тела своего народа и сделались ненавистными всем изгоями. Так произошло потому, что, как говорил Спаситель, много оказалось званных, но мало избранных. Подобно древнему Исаву, слишком уж многие из этих званных променяли право первородства, трудное и святое право быть чадами Авраама, друга Божия, на чечевичную похлебку власти, богатства, привязанностей и своих страстей. И Закхей, этот презираемый всеми мытарь, собирающий налоги, со своих собратьев, со своих единоверцев, единоплеменников в пользу властей, которые оккупировали эти территории, в пользу тех, кто завоевал и духовно осквернил даже святую землю, данную Богом своему возлюбленному народу, он отказал от достоинства сына Авраамова, предав свой народ и свою веру. Но Господь, который, по слову апостола, придет как тать ночью, настиг его, настиг в тот момент, когда он никак не мог этого ожидать. И случилось чудо. Этот бывший сын Авраамов ожил, ибо был мертв. На наших глазах происходит чудо покаяния. На наших глазах совершилось его возвращение в дом своего отца. Ведь возвращаться, как и уходить, можно не сходя с места, потому что дом Отца нашего, Царство Небесное, оно внутрь нас есть. И для того, чтобы достигнуть его, не обязательно отправляться в далекое путешествие. Иногда достаточно просто влезть на смоковницу, которая стоит рядом с нашим домом. Немного понадобилось времени до этого жестокому и неумолимому начальнику сборщиков податей, мытарю этому Закхею, чтобы возродиться сердцем, чтобы оттаять душой, что каждому из нас предложил сделать Иисус: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Можно быть плохим сыном,
но по собственной воле и по грехам своим невозможно превратиться из сына в соседа, потому что достоинство сыновства неотменимо, как непреложные дары Божии, данные потомкам Авраама. И эти непреложные дары были даны им вовсе не потому, что избранный народ оказался их достоин, а потому, что Бог, Он милосерд. Большинство же призванных, надмевающихся своим этим превосходством, постигла участь тех, о ком сказал Христос: «И не думайте говорить в себе: Отец у вас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Что Бог и сделал, и воздвиг из этих камней новых детей Аврааму. А камни эти мы с вами, которые ныне составляют новый Дом Божий, Церковь Христову. И теперь уже нам, христианам последних времен, важно помнить, что принадлежность к избранному народу Божию, к царственному священству, к сообществу святых, взятых в удел, как пишет апостол Петр, не привилегия, а крест. И возлагая этот крест себе на рамена, надо спокойно и трезво отдавать отчет в себе о том, что путь наш будет труден и полон соблазнов. Сколько бы мы ни оступались, каким бы безнадежным ни казалось нам самим это наше отпадение, наши грехи, для нас всегда остается возможность возвращения. Нам всегда открыт путь покаяния и надежды. Всегда мы можем хотя бы попытаться воздать вчетверо всем обиженным нами, как это сделал мытарь и иерихонский Закхей. И еще, Закхей не только видит проходящего мимо Иисуса. Господь обращается к нему с удивительными и страшными словами, если в них вдуматься. «Сегодня надобно мне быть у тебя». Сегодня. Потому что вечность входит во время и обращает к человеку свой призыв прямо здесь и сейчас. Не когда-то там в неопределенном будущем, на которое можно отложить, спихнуть этот ответ, этот призыв, а именно вот здесь и сейчас, теперь, сию минуту. Ведь как часто мы, надеясь на помощь Божию, в сокровенной, даже от самих себя, глубине души медлим и повторяем за блаженным Августином, который пишет: «Боже, дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас. Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти. Я предпочитал утолить ее, а не угасить». Какая разница, если вдуматься? Одно дело утолить, а другое дело угасить. А какова цель прихода Спасителя в этот мир? Вернуть падшее человечество в дом Отца Небесного, вновь человеку стать причастником божественного естества. «Быть у тебя», он дальше говорит, потому что не стены и кров принимают Иисуса, а сам Закхей в своем сердце и весь дом его, то есть все его семейство, вся его семья. То есть Бог снисходит внутрь человека, освящая и исцеляя изнутри. И совершилось небывалое и немыслимое. То, чего до сих пор не может допустить человеческая логика, всесвятой и ни в чем не нуждающийся Бог, совершенно всеблагой, входит в этот мир и заходит к грешнику, чтобы его спасти. И приходит к каждому из нас не из-за каких-то наших достоинств, а именно потому, что мы грешники и нуждаемся в спасении. Аминь.